В книге Второзакония, 8 глава, 2 стих, написано такие слова. Второзаконие 8:2. Итак, помни весь путь, который вел тебя Господь. Помни весь путь. Слово Божие говорит тебе и мне, дорогой брат и сестра, помни весь путь твой. То есть не только вот сегодняшний день, помни, как Господь тебя вел, хранил и оберегал. И опять-таки даже вот как у нас с созданием получается, удивительно, как Господь все устраивает. 4-е воскресенье, 4-е место мы собираемся. Но все, слава Богу, и люди приходят, и мне кажется, никто не потерялся. Мирошниченки даже подъехали, да, и смотрели, и все остальные, слава Богу. Да, всем добро пожаловать. Как уже было сказано, в эти дни, в этом месяце мы отмечаем 500 лет реформации. 500 лет реформации. Большие изменения в жизни церкви. Согласно Pew Research, то есть церковным исследованиям, которое было проведено несколько лет назад, в мире следующая картина среди христиан. Среди христиан, среди всех последователей Иисуса Христа, в мире следующая картина. Около половины христиан являются католиками. Где-то 1 миллиард 100 миллионов человек. Католики. Где-то 1/3 это протестанты. И где-то 12% это православные христиане. Католическая церковь, большинство, больше миллиарда человек, самая большая католическая страна, является Бразилия. Где-то 134 миллиона католиков там живет. Среди протестантов среди христиан где-то 801 миллион. 801 миллион протестантов в мире. Самая большая протестантская страна это какая? Америка. Это Америка, где-то 160 миллионов. 160 миллионов протестантов, которые живут в Америке. 20% от общего числа протестантов в мире живут в Америке. Где-то 160 миллионов. Вторая протестантская страна, я думаю, сложнее будет догадаться, это Нигерия. Нигерия, где находится примерно 60 миллионов протестантов. И на 3-м месте стоит Китай. Но Китай все больше и больше, и многие говорят, что Китай очень скоро может выйти на 1-е место по количеству протестантских верующих, потому что очень много людей обращается к вере в Иисуса Христа. Среди православных где-то 260 миллионов человек. 260 миллионов православных. Большинство из них живут в Российской Федерации. Как говорят, да, где-то около 39% всех православных живут в России. На 2-м месте среди православных стран это Эфиопия, в которой находится в 3 раза больше православных, чем в такой православной стране, как Греция. И мы сегодня будем говорить несколько о реформации, об основных принципах реформации, как написано, помни весь путь, который вел тебя Господь. Мы говорим, что вот все христиане, и католики, и православные, и протестанты, они все согласны с молитвой Иисуса Христа, который молился, да будут все едины. Христос молился единственно. В то же время, знаете, есть какие-то вопросы, понимаются по-разному. И католиками, и православными, и протестантами. Какие-то вопросы понимаются по-разному. Более того, я скажу, что люди могут ходить всю жизнь в церковь. И многие ходят и в эту церковь уже и 10 лет, и больше. И во многом, в основном мы согласны. Но начни разговаривать, и у людей будут разные мнения. По каким-то вопросам, по богословским, по христианским вопросам будут разные мнения. И это будет в любой церкви. Вы идете в любую церковь. Там, где больше 2 человек, вы найдете разные мнения. Там кто-то какой-то вопрос понимает так, какой-то вопрос понимает иначе. Я Августин когда-то сказал замечательный принцип. Он сказал, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем что? Любовь. И вот это самое главное. И Библия говорит, более того, должны быть разномыслия между вами. То есть мы не можем быть во всем одинаковы. Это очень сложно. У каждого свой жизненный опыт, у каждого может быть свое понимание Библии, Писания, каких-то библейских мест. И это нормально, но все должно покрываться божественной христианской любовью. Отличительная черта протестантов в том, что они считают Библию самым главным источником откровения и истины Божией. То есть жизнь протестантов прежде всего строится на Библии, на Священном Писании. Если говорить про католиков, про православных,
мы знаем, некоторые соборы принимали решение, что Библия и церковная традиция занимают одинаковое место. Когда человеку или церкви предстоит решение, то есть человек приходит и к Библии, и к традиции. В действительности традиция нередко занимала первое место. И против этого начали выступать протестанты. Когда мы говорим про протестантскую церковь, про протестантское учение, многим сразу приходит на ум западная церковь, что было это такое разделение на Западе, а в России так все время было православие. На самом деле это не так. На самом деле это не так. Еще до Мартина Лютера, еще пару веков до Мартина Лютера мы находим записи, что и в российской истории было духовное пробуждение. Одним из бичом того времени была так называемая Симония. Вы помните, в Деянии апостолов записана история про Симона, который видел, как Бог через апостолов делает знамения и чудеса, и пришел к апостолам, желая купить за деньги вот этот дар. На кого возложил руки, те будут получать Дух Святой. И тогда апостол, кто-то говорит, серебро твое да будет тебе в погибель. Ты подумал сделать, принять то, что Бог дает даром, подумал купить за деньги. И Симон тогда просит, помолитесь, чтобы вот бедствия, о которых вы сказали, не случились со мной. И апостол говорит, тебе надо покаяться. Сказал ему покаяться. Но вот это слово Симония вошло в историю. Продажа церковных должностей за деньги. И в православии это очень практиковалось. И еще за 2 века до реформации в Европе было такое пробудительное движение в России, которое назывались стрегольники. Разное объяснение этого слова, но стрегольники выступали прежде всего против продажи церковных должностей, за возвращение к чистоте Евангелия. Их преследовали, их убивали, в частности в Пскове, в других местах топили просто в реке живыми. Было жестокое преследование. Это движение было погашено. Мы знаем, и в Европе реформаторов очень жестоко преследовали. Одним из представителей славянского народа среди реформаторов был человек, которого звали Ян Гус, который жил в Чехии, который был славянином, и который проповедовал возврат к библейскому учению, который говорил, что Папа Римский является тоже человеком, что он не безгрешный, что нам надо возродиться не просто к церковной какой-то традиции, но к священному писанию. Вы знаете, что случилось с ним? Ян Гуса сожгли на костре. Ян Гуса сожгли на костре. И многих людей, многих реформаторов постигла подобная участь, которые были и казнены, и перепиливаны, и сжигаемы, и всячески просто ужасные казни, которые даже не вообразить, сложно представить. Но люди настолько, вы знаете, мы сейчас вот свободно говорим, что для нас Писание это главное, и никто, может, даже как-то не задумывается. Для тех людей, которые в то время об этом говорили, часто был вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти. Или идти по течению, или стать на библейском учении. Подумайте, дорогие братья и сестры, подумайте о чем. Пришел Иисус Христос, Сын Божий. В течение 3 лет Он ходит по земле. Он учит людей, Он повторяет проповедь в разных местах, разным людям, говорит и повторяет, открывает тайны Царствия Божьего. И среди всех миллионов людей, которые живут на земле, Он выбирает 12 и говорит им, идите и проповедуйте, идите и несите добрую, благую весть. Он учит их, Он дает им Дух Святой. Они пишут Библию, пишут послания, обращенные к церквям, соборные послания, обращенные ко всей церкви. И то, что нам, людям, надо знать для спасения, для праведности, Иисус Христос сказал, донесли Его апостолам. Многие традиции, которые пришли в жизнь позже, такие как, допустим, почитание икон, поклонение мощам, зажигание свечей, почитание умерших, почитание Девы Марии. Все это пришло с веками. Все это человеческая традиция, которая никогда не упоминается ни Христом, ни одним из апостолов, которым мы не находим никакого отражения в Священном Писании, но которая была принята из язычества, поклонения мертвым, поклонения предметам, освящения каких-то предметов и считания какими-то святыми, божественными. Все это пришло из язычества.
И вот реформаторы, они против этого и выступают, призывают просто возвратиться к первоначальному апостольскому христианскому учению, как учил Христос, как преподавали апостолы, простота евангельского учения. И в этом было просто как вспышка, это совпало время с эпохой Возрождения. Люди начали печатать Библии. Первая книга была напечатана, опять-таки, Библия. По сегодняшний день Библия остается самой печатанной, самой популярной книгой. За 2 последних только века было напечатано более 8 миллиардов экземпляров Библии. Более 8 миллиардов, это больше, чем живет людей на земле. Сейчас Библия доступна в электронном формате, в аудиоформате. Практически везде человек может читать Библию. И для реформаторов были основные 5 принципов. 5 принципов реформации. Первый, о которых мы говорили сегодня, о котором говорим, это соло Библия, соло Scripture. Соло Библия, только Библия. Вот это соло на латыни, соло, как певец поет, соло это один, и естественно на латыни соло это значит одно, один, одно Писание, одно Писание. Второй принцип реформации это соло фиде, только вера. Третий соло гратия, то есть только благодать. Четвертый принцип реформации солус Christus, только Христос. И пятое соли Део Глория, одному Богу да будет слава. И вот эти вот слова соло фиде, соло грация, они находятся в творительном падеже. То есть через них, не они сами, не благодать, но через благодать. Не вера, но через веру. То есть, опять-таки, все подчеркивается, что Бог – это самое главное, что в Боге все к Нему сходится. И вот эти принципы – это просто путь к Богу. Мы не возвеличиваем просто Писание, знаете, как в вакууме в каком-то. Писание, оно ведет нас к Богу. Это откровение Божие, это Слово Божие. Смотрите, как звучал вот этот первый принцип слова. Мы в Бога жизни поговорим вот эти все 5 принципов. 5 следующих, вот сегодняшнего дня, начиная 5 воскресений. И сегодня мы чуть-чуть остановимся на только Писании, на этом принципе. О чем он говорит? Первые реформаторы выразили это так. Мы верим, учим и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и стандартом, согласно которому должны оцениваться все догмы и все учителя, являются только пророческие и апостольские писания Ветхого и Нового Завета. Вот это значит только Писание. Только Писание. Во главу угла ставится Писание. Это не значит, послушайте, это абсолютно не значит, что реформаторы отвергали полностью любые другие источники. Абсолютно нет. Потому что даже сама Библия говорит об этом. В Псалом 18 написано следующие слова. Написано: «Небеса проповедуют славу Божию, а делах рук его вещает верь». То есть окружающий мир говорит о Творце. Это так называемое общее Божие откровение. Послание Римлянам в 1 главе написано также. Римлянам 1:20. «Ибо невидимо его, вечная сила его божество от создания мира через рассматривание творений видим, так что они безответны». Опять-таки говорится о общем Божьем откровении, что Бог открывается каждому человеку, верующему, неверующему, любому. Окружающий мир говорит о Творце. Есть Бог, есть Создатель, есть высший разум, который намного превосходит наши способности, который не только вот открыл это, как ученые открывают, как мы открываем, который это создал, который запустил вот эту гигантскую, чудесную машину, которую мы видим, космос, жизнь, сознание человека, животными, растительными и все прочее. Все им создано. Мартин Лютер говорит следующее. В христианском учении мы не должны утверждать ничего того, чему не учит Святое Писание. Если кто-то из папистов будет досаждать вам и утверждать, вам надлежит иметь истолкование отцов, поскольку Писание неясно и туманно, вы должны отвечать: это неправда. Не существует на земле более ясной книги, чем Священное Писание, которое по сравнению со всеми другими книгами, как солнце по сравнению с любым другим источником света.
То есть Лютер и другие реформаторы, они провозглашали прежде всего Писание. И настолько серьезным был этот вопрос, что Мартина Лютера в 1521 году вызвали на суд. Сам святой император, так называемый Карл V, председательствовал на этом суде. То есть это не был какой-то, знаете, там, городской или деревенский суд. Сам святой император Карл V председательствовал на этом суде. И для Мартина Лютера вопрос стоял вопрос жизни и смерти. Давайте. Да, реформаторы учили, что Писание – это во главу угла. Все остальное – это дополнение, все остальное – это детали. Самое главное – это Писание, которое отвечает практически на все вопросы, которые перед человеком стоят. На самый главный вопрос – как человек получает спасение, как человек получает примирение с Богом, как для человека откроются врата в небо. Вот это самое главное. И для реформаторов это был вопрос жизни и смерти. Возлюбленные, мы живем в 21 веке, веке свободы, век, когда каждый человек может выбирать свою дорогу, свой путь. Когда людей в нашей стране, по крайней мере, не убивают за то, что они верят в Библию, за то, что они читают Библию, за то, что они могут иметь дома Библию, не одну даже, могут делиться с другими людьми Библией. У нас есть свобода, и слава Богу за это. Но вопрос какой? Вопрос, который я хочу просто каждому из нас задать, вот как Христос сказал, уходя из земли, Он сказал, что идите и научите все народы, чтобы мы учили все народы. Возлюбленный, Господь даст возможность, мы переедем в это здание, окончательно переедем. Сейчас мы можем быть здесь около 3 часа в неделю, можем собраться и уйти. Сегодня у нас будет короткое такое деловое собрание, даже чаепития не будет, но Бог даст, это здание будет нашим. И с этим зданием приходит прекрасная возможность. Рядом с нами каплочка, которую можно пробовать. Рядом с нами живет огромное количество русскоязычных людей, которых мы можем проповедовать, которых мы можем приглашать, которым можем говорить о Боге. Но перед тем, как мы это будем делать, очень важно спросить себя следующие вопросы. Вопросы, которые для реформаторов были ключевыми. Вот этот первый принцип – sola scriptura, только Писание. Является ли Писание для меня зеркалом, по которому я выравниваю свою жизнь, стандартом, по которому я меняюсь, стараясь жить точно по нему, как написано, смотрите, в послании Иакова. Иаков 1:21. «Посему, отложив всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть, когда мы не просто слушаем, когда мы пребываем, когда мы вникаем, когда мы исполняем Слово Божие, приходит блаженство, приходит счастье, приходит мир, приходит, самое главное, спасение. Не просто слушать, пребывать. Является ли Слово Божие нашим духовным мечом, нашим оружием, которым мы идем и побеждаем? Побеждаем искушения, побеждаем обстоятельства, побеждаем плоть свою, побеждаем мир. Смотри, как написано Ефесянам 6:17. «Член спасения возьмите и меч духовный, который есть» что? Слово Божие. То есть Слово Божие сравнивается с оружием, с мечом, с которым мы наступаем и двигаемся вперед. Храним мы уставы этой книги в своей жизни или нет? Братья и сестры, вопрос, храним мы или нет? Смотрите, как написано в Псалме 118, 9 стих. «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». То есть, храним, с одной стороны, человек выбирает хранить уставы Божьи.
исполняй Слово Божие. С другой стороны, как результат, Слово Божие хранит нас, хранит нашу жизнь, хранит нашу душу, помогает идти по жизни как победитель. Является ли вот это Слово Божие для нас источником утешения, нашим советником? Псалом 118, 24 стих. Откровение Твои, утешение мое, советники мои, утешение мое, советники мои, утешение. Потому что у каждого из нас в жизни встречаются и печали, и огорчения, и трудные какие-то дни. Бог предлагает свое утешение. Бог предлагает своего советчика. Какие-то проблемы, какие-то вопросы, можно обращаться к друзьям, кто-то обращается к артистам, спортсменам, каким-то еще людям. Вот он говорит, вот это мой советник, вот это мой утешитель, Слово Божие. Братья и сестры, несет ли для нас радость Священное Писание в нашей жизни? И опять-таки столько печали бывает, бывает столько горя. Является ли Слово Божие источником радости для нас? 118 Псалом, 111 стих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Веселье сердца моего. Откровение Божье, Его Слово, веселье для сердца. Вот это источник радости, которая не проходит, которая будет вечна. Слово Божие остается навеки. Возможно, сейчас время свободы, время благоденствия, время достатка. Но если у нас такой настрой, чтобы верность Господу, упование на Господа сохранить до конца, чтобы не случилось или с нами, или со страной, в которой мы живем, до конца. Как смотрите, опять-таки, 118 Псалом, 122 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца». Навек до конца. То есть, когда все хорошо, когда все благополучно, очень важно уже иметь вот этот настрой. Что бы ни было, я буду с Господом до конца. Что бы ни случилось, я буду хранить Ему верность. Можем ли мы сказать вместе с праведным Иовом, с праведником, а с человеком, о котором Библия не говорит ничего плохого? Иова 23:12. От заповедей уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели моих правил. Больше, нежели моих правил. Мы живем в то время, когда многие люди говорят, у каждого своя истина, у каждого свое понятие, свое откровение, как угодно. Иов говорит, что Слово Божие я хранил больше, чем свои понятия, больше, чем свои принципы. Это откровение Божие. Зажигает ли Слово Божие наши сердца божественным огнем? Как написано, смотрите, Иисус Христос, когда шел с учениками, и они потом говорят друг другу, это Луки 24:32. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. То есть Иисус Христос цитирует Писание, объясняет Писание, и у учеников загораются сердца. Возможно, загораются ли наши сердца, когда мы слышим Слово Божие? Стало ли вот этот принцип sola scriptura, только Писание, принципом и видением нашей жизни? Только Писание. Основание своей жизни на Слове Божьем. И перед тем, как мы помолимся, заключительное пожелание для каждого из нас написано во втором послании Тимофею. Апостол Павел, уже заканчивая свою жизнь, заканчивая свое служение, второе послание Тимофея, это заключительное его послание. Он обращается к молодому служителю и говорит следующее. 2 Тимофея 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, когда мы вникаем в Священное Писание, это путь к совершенству, это путь к спасению. И пускай Господь каждому из нас поможет идти этим путем. Аминь. Помолимся, пожалуйста. Господь Иисус, мы благодарим Тебя сердечно за эту возможность собраться и в свободной, спокойной обстановке, в этом прекрасном здании, читать Слово Твое,
обращаться к Тебе с молитвой, петь песни, которые прославляют Твое имя, держать в руках Библию, эту книгу, которую Ты дал. Сколько людей отдали свои жизни, отдали свою свободу, свое здоровье, силы, чтобы иметь возможность читать Библию. Как мы благодарны Тебе, что мы живем в то время, когда есть свобода, когда каждый человек может прийти к Твоему откровению. Помоги нам помнить Твою заповедь, чтобы мы шли и учили других людей Твоему Слову, Твоей истине, чтобы мы сделали Библию настольной книгой, доступной книгой для каждого человека, чтобы в нашей жизни она занимала главное место, когда мы принимаем какие-то решения, когда перед нами стоит какой-то выбор, чтобы мы поступали по Слову Твоему. Господи, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе поклонение. Мы безмерно благодарны Тебе за Твои благословения, за милости Твои, за любовь Твою, за водительство Твое, за устройство Твое. Мы молим Тебя, пускай Твое благословение будет с каждым из нас. Слава Тебе и хвала, Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.